Представьте себе обычное утро 23 октября 1992 года в Бишкеке. Город просыпается в новой реальности. Советского Союза больше нет. Рубль превратился в бумажку, на прилавках пусто, а зарплаты учителям не платят третий месяц. В этот самый день, когда простые кыргызстанцы стоят в очередях за хлебом, в президентском дворце собирается узкий круг людей. Всего 12 человек знают, что сегодня решится судьба самого богатого месторождения золота в Центральной Азии. Среди них президент Аскар Акаев, 3 его ближайших советника, представители канадской компании Камека и переводчик, который позже исчезнет при загадочных обстоятельствах. Протокола этой встречи в официальных архивах нет, но есть свидетели. Охранники, секретари, водители, которые видели, как после 3-часовых переговоров канадцы выходили с улыбками, а лица кыргызских чиновников были бледными, словно они только что продали душу. Что произошло в том кабинете? Какие аргументы убедили молодое государство отдать национальное достояние на условиях, которые сегодня эксперты называют экономическим самоубийством? Давайте посмотрим на цифры, которые объясняют все. В 1992 году средняя зарплата учителя в Кыргызстане составляла 350 сомов. Это примерно $7 в месяц по тогдашнему курсу. Врачи получали чуть больше 500 сомов, около $10. Пенсия составляла 200 сомов, $4. На эти деньги нужно было кормить семью, платить за коммунальные услуги, покупать лекарства. Теперь представьте, геологические отчеты показывали, что в недрах Кумтора лежит минимум 700 тонн чистого золота. По ценам 1992 года это $21 миллиард. Если бы государство разрабатывало месторождение самостоятельно или хотя бы на справедливых условиях, каждый гражданин Кыргызстана мог бы получать дивиденды. Простой расчет. 21 миллиард делим на 4,5 миллиона населения — это $4600 на человека единовременно. Или стабильный доход в $300-400 ежегодно на протяжении 30 лет. Вместо этого по подписанному контракту Кыргызстан получал всего 5% от прибыли компании. Причем прибыль рассчитывалась после вычета всех расходов, которые канадцы определяли сами. 5% от того, что они соизволят назвать прибылью. Кто-то в том президентском кабинете согласился на эти условия. Кто-то поставил подпись под документом, который превратил потенциально богатейшую нацию региона в просителей гуманитарной помощи. Но история Кумтора началась не в 1992 году, она началась гораздо раньше, в недрах Советской геологической службы, где работали люди, чьи имена сегодня почти забыты. Летом 1978 года молодой геолог Владимир Кузнецов, выпускник Ленинградского горного института, приехал в Иссык-Кульскую область по распределению. Ему дали задание обследовать высокогорные районы Терскей-Алатоо на предмет полезных ископаемых. Это была рутинная работа, которую до него делали десятки специалистов. Но Кузнецов оказался упрямым. Он заметил странное включение в породах на высоте 4000 метров, там, где по всем учебникам золота быть не должно. 3 летних сезона он возвращался в эти горы, брал пробы, вел записи в полевом дневнике. Его коллеги смеялись, зачем тратить время на пустые скалы, когда есть более перспективные участки внизу. В 1981 году Кузнецов отправил образцы в Москву, в центральную лабораторию. Результаты анализа пришли через 2 месяца, и когда он открыл конверт с грифом «ДСП» для служебного пользования, его руки задрожали. Содержание золота в породе составляло 12 граммов на тонну. Это было в 4 раза выше, чем на знаменитых приисках Колымы. Кузнецов понял, он нашел месторождение, которое может изменить экономику целой республики. Советская система работала медленно, но основательно. После открытия Кузнецова в горы потянулись экспедиции, сначала проверочные, потом разведочные, потом оценочные. К 1985 году контуры месторождения были определены, и цифры поражали воображение даже видавших виды московских чиновников. Запасы оценивались минимум в 500 тонн золота категории С1, это разведанные запасы, плюс еще 200-300 тонн прогнозных. Для сравнения, крупнейшее золотое месторождение Советского Союза, Мурунтау в Узбекистане, имело запасы около 2000 тонн, но руда там была беднее всего 2-3 грамма на тонну.
Кумтор с его 12 граммами был настоящим сокровищем. В Москве началась разработка проекта освоения. По плану, к 1995 году здесь должен был заработать горнообогатительный комбинат мощностью 15 тонн золота в год. Прибыль планировалась колоссальная, около миллиарда рублей ежегодно. Это примерно треть бюджета всей Киргизской ССР. Владимир Кузнецов получил орден Трудового Красного Знамени и должность главного геолога будущего комбината. Он уже видел себя руководителем крупнейшего предприятия республики. Представлял, как тысячи рабочих мест изменят жизнь Иссык-Кульской области. Но в декабре 1991 года Советский Союз перестал существовать, и все планы рухнули в одночасье. Новое независимое государство Кыргызстан получило в наследство уникальное богатство, но не получило ни денег на его разработку, ни технологий, ни специалистов нужного уровня. Владимир Кузнецов, теперь уже гражданин Кыргызстана, пытался достучаться до новых властей. Он писал докладные записки, в которых объяснял: «Да, у нас нет денег, но мы можем взять кредит под залог будущей добычи. Можем создать совместное предприятие с Россией или Казахстаном, где есть опыт разработки подобных месторождений. Главное — сохранить контроль над Кумтором в руках государства». Его записки оседали на столах чиновников и исчезали. А в коридорах власти уже шли другие разговоры. Весной 1992 года в Бишкек начали приезжать иностранцы. Представители горнодобывающих компаний из Канады, Австралии, ЮАР. Они предлагали инвестиции, обещали быстрый запуск производства, говорили о передовых технологиях. Президент Акаев, физик по образованию, человек науки, верил в силу западных технологий и западных инвестиций. Он искренне считал, что только иностранный капитал может спасти разваливающуюся экономику. Вокруг него сформировался круг советников, которые активно продвигали идею приватизации и привлечения иностранных инвесторов. Некоторые из этих советников имели личные связи с западными компаниями, но об этом станет известно только много лет спустя. Летом 1992 года переговоры с канадской компанией Камека вошли в решающую фазу. Канадцы прилетали в Бишкек каждые 2 недели, останавливались в лучшем отеле «Алатоо», встречались с президентом и его командой. Владимира Кузнецова на эти встречи не приглашали. Более того, его попросили передать все геологические материалы по Кумтору в министерство для ознакомления инвесторов. Кузнецов передал копии, но оригиналы оставил у себя. Геологическая интуиция подсказывала, что что-то идет не так. Его интуиция не обманула. В сентябре в его кабинет пришли 2 людей в штатском, представились сотрудниками новой службы национальной безопасности и потребовали отдать все документы по Кумтору, включая полевые дневники и личные записи. Когда Кузнецов попытался возразить, ему объяснили, что это вопрос государственной важности, и сопротивление будет расценено как саботаж. Он отдал документы. Через неделю его уволили с формулировкой «по сокращению штатов». Человек, открывший Кумтор, остался без работы и без средств к существованию. А документы, которые он собирал 15 лет, исчезли в недрах министерских сейфов. 23 октября 1992 года в президентском дворце состоялось подписание соглашения между правительством Кыргызской республики и компанией Камека Голд. По условиям соглашения создавалось совместное предприятие Кумтор Голд Компани, где канадской стороне принадлежало 67% акций, а кыргызской — 33%. Казалось бы, неплохие условия для страны, у которой нет ни денег, ни технологий. Но дьявол, как всегда, скрывался в деталях. Канадцы получали полный операционный контроль над предприятием. Они сами определяли объемы добычи, сами устанавливали цены на услуги подрядчиков, сами решали, какую зарплату платить рабочим и какие дивиденды выплачивать акционерам. Кыргызская сторона имела право только наблюдать и получать свою долю от прибыли, если таковая будет. А прибыль рассчитывалась по формуле, которую придумали сами канадцы. Из выручки от продажи золота вычитались все операционные расходы, все капитальные затраты, все управленческие издержки, все выплаты подрядчикам, все налоги и сборы, и только потом оставшаяся сумма делилась между акционерами. На практике это означало, что канадцы могли годами показывать нулевую прибыль или даже убытки, выводя деньги через подконтрольные подрядные компании,
И Кыргызстан не получал ничего. Но самое страшное было не в этом. В соглашении был пункт, который прошел почти незамеченным в суматохе подписания. Пункт о стабильности условий. Он гласил, что в течение всего срока действия контракта, а контракт заключался на 30 лет с правом продления, правительство Кыргызстана обязуется не менять налоговое законодательство, не вводить новые экологические требования, не повышать ставки роялти и не предпринимать никаких действий, которые могут ухудшить экономические условия для инвестора. Если же правительство нарушит это обязательство, компания имеет право требовать компенсации в международном арбитраже. Этот пункт превращал Кыргызстан в заложника собственного контракта. Любая попытка пересмотреть условия, любая попытка увеличить долю государства, любая попытка защитить национальные интересы автоматически вела к многомиллионным искам в западных судах. Канадцы создали идеальную ловушку, из которой не было выхода. И кто-то из кыргызской стороны согласился на эти условия. Кто-то поставил подпись под документом, который связал руки всем будущим правительствам на 30 лет вперед. В день подписания соглашения в Бишкеке шел дождь. Владимир Кузнецов сидел в своей однокомнатной квартире на окраине города и смотрел вечерние новости. Диктор с энтузиазмом рассказывал о крупнейшей иностранной инвестиции в историю независимого Кыргызстана, о тысячах новых рабочих мест, о передовых технологиях, которые принесут канадцы. Показывали кадры подписания, президент Акаев и глава Камека обмениваются рукопожатиями, улыбаются в камеры, поднимают бокалы с шампанским. Кузнецов выключил телевизор. Он понимал, что только что произошло что-то непоправимое, но не мог объяснить это никому. У него больше не было доступа к документам, не было трибуны, не было возможности достучаться до людей, принимающих решения. Он был просто безработным геологом в стране, где геологи больше никому не нужны. Той ночью Кузнецов достал свой старый полевой дневник, единственное, что у него осталось от 15 лет работы на Кумторе. Он открыл последнюю страницу и написал: «В 23 октября 1992 года. Сегодня мы продали будущее наших детей. Прости нас, Кыргызстан». Через 3 года Владимир Кузнецов умер от инфаркта. Ему было всего 48 лет. А в горах Терскей, Алатао, началась стройка века. Канадцы не теряли времени. Уже в 1993 году на высоту 4000 метров потянулись колонны грузовиков с оборудованием. Строили дороги, возводили производственные корпуса, монтировали дробильные установки, прокладывали трубопроводы. Работали круглосуточно, в 3 смены, не останавливаясь даже зимой, когда температура опускалась до минус 40 градусов. К 1996 году комбинат был готов к запуску. Первое золото получили в марте. 100 килограммов чистого металла, отлитого в стандартные слитки по 12,5 килограммов каждый. Эти слитки сфотографировали для отчета, показали президенту, а потом они исчезли в хранилищах швейцарских банков. Кыргызстан от этого первого золота не получил ни сама. Канадцы объяснили, что предприятие еще не вышло на проектную мощность, операционные расходы превышают доходы, прибыли нет, значит, и делить нечего. Так началась история, которая повторялась из года в год. Золото добывается, золото вывозится, а Кыргызстан остается ни с чем. Но были люди, которые не молчали. Были экономисты, журналисты, депутаты, которые пытались разобраться в хитросплетениях контракта и вскрыть правду. Одним из таких людей был Эмиль Шукуров, молодой экономист, работавший в Министерстве финансов. В 1997 году ему поручили проанализировать финансовые отчеты Kumtor Gold Company и оценить, сколько реально получает государство от разработки месторождения. Шукуров 3 месяца изучал документы, сверял цифры, делал расчеты. То, что он обнаружил, шокировало даже его, человека, привыкшего к цифрам и не склонного к эмоциям. За первый год работы комбинат добыл 3,5 тонны золота. По мировым ценам 1996 года это около 40 миллионов долларов выручки. Кыргызстан, владея 33% акций, должен был получить около 13 миллионов долларов. Но в бюджет поступило только 800 тысяч долларов в виде налогов и роялти. Куда делись остальные 12 миллионов? Шукуров начал копать глубже и обнаружил систему, которая работала как часы.
Канадцы создали целую сеть подрядных компаний, зарегистрированных в офшорных зонах на Британских Виргинских островах, в Панаме, в Лихтенштейне. Эти компании оказывали услуги Kumtor Gold Company, поставляли оборудование, предоставляли консультации, выполняли транспортные перевозки, обеспечивали техническую поддержку. Цены на эти услуги были завышены в 2-3 раза по сравнению с рыночными. Например, бульдозер, который на мировом рынке стоил $200 тысяч, Kumtor покупал у подрядчика за 600 тысяч. Консультационные услуги, которые обычно оцениваются в $50 в час, выставлялись по $300. Все эти завышенные расходы вычитались из выручки до расчета прибыли. В результате на бумаге предприятие работало в убыток, или в лучшем случае в ноль, хотя реально приносило огромные доходы. Деньги просто перетекали из Kumtor Gold Company в карманы тех же канадских владельцев через подконтрольные офшорные структуры. Это называется трансфертное ценообразование. И это совершенно легально с точки зрения международного права, если в контракте нет механизмов контроля за ценами подрядчиков. А в Кумторском контракте таких механизмов не было. Эмиль Шукуров написал подробный доклад, в котором изложил всю схему, и подсчитал, что за первый год работы Кыргызстан недополучил минимум $12 миллионов. Он передал доклад своему начальству с рекомендацией начать переговоры о пересмотре контракта. Доклад ушел наверх, в правительство, и там застрял. Через 2 недели Шукурова вызвал министр и сказал, что доклад преждевременный, что не нужно портить отношения с инвесторами, что надо дать компании время выйти на проектную мощность. Шукуров попытался возразить, но министр оборвал его. Это политическое решение, экономика здесь ни при чем. Через месяц Эмиля Шукурова перевели на другую должность, подальше от темы Кумтора. Его доклад положили в сейф и забыли. Но Шукуров не забыл. Он продолжал следить за Кумтором, собирать информацию, делать расчеты. Он понимал, что рано или поздно правда всплывет, и хотел быть готовым предоставить доказательства. Прошло 5 лет. К 2001 году Kumtor Gold Company добыла уже 30 тонн золота. По мировым ценам начала 2000-х это около $300 миллионов. Кыргызстан за эти 5 лет получил в виде налогов и дивидендов около $20 миллионов, меньше 7% от выручки. Для сравнения, в Казахстане, где действовали похожие контракты с иностранными компаниями, государство получало минимум 20% от выручки. В России — 30%. В Чили, мировом лидере по добыче меди, государство забирает 40%. Кыргызстан с его 7% был на последнем месте в мире по эффективности использования природных ресурсов. Но власти молчали. Президент Акаев на встречах с журналистами говорил о стратегическом партнерстве с Канадой, о важности привлечения иностранных инвестиций, о необходимости соблюдать международные обязательства. Он ни разу не признал, что контракт был кабальным. Более того, в 2003 году, когда срок первоначального соглашения подходил к концу и появилась возможность пересмотреть условия, правительство Акаева продлило контракт на тех же условиях еще на 20 лет. Почему? Что заставило власти отказаться от шанса исправить ошибку 1992 года? Для первого раза за 35 лет человек, который был в том кабинете 23 октября 1992 года, согласился дать интервью. Его зовут Талант Мамытов. В те годы он работал заместителем министра экономики и присутствовал на всех переговорах с канадцами. Сегодня ему 72 года, он давно на пенсии, живет в небольшом доме на окраине Бишкека. Когда мы приехали к нему с камерой, он долго молчал, глядя в окно, потом тяжело вздохнул и сказал: «Я 30 лет ждал, когда смогу рассказать правду. Теперь мне уже нечего терять». То, что он рассказал в течение следующих 3 часов, переворачивает все представления о том, как принималось решение по Кумтору. По словам Мамытова, переговоры с канадцами были фикцией. Реальные условия контракта были согласованы еще до официальных встреч, в узком кругу, куда входили президент, 2 его советника и представитель канадской стороны. Остальные участники переговоров, включая самого Мамытова, просто присутствовали для вида, чтобы создать иллюзию коллегиального обсуждения. Когда Мамытов попытался возразить против пункта о стабильности условий, один из советников президента отвел его в сторону и сказал прямо: «Талант, не мешай. Это уже решено на самом верху.
Если будешь возражать, останешься без работы». Мамытов замолчал, потому что у него была семья, 2 детей, ипотека. Он не мог позволить себе потерять работу в те голодные годы. Но его мучила совесть. Он видел, как подписывается грабительский контракт, и ничего не мог сделать. После подписания соглашения Мамытов еще 2 года работал в министерстве, потом уволился и ушел в частный бизнес. Он больше никогда не возвращался к теме Кумтора, пока мы не нашли его и не попросили рассказать правду. «Знаете, что самое страшное?» — говорит Мамытов, и его голос дрожит. «Самое страшное, что мы все понимали, что делаем. Мы все знали, что продаем страну. Но мы молчали. Каждый думал о себе, о своей карьере, о своей семье. Никто не думал о стране. И вот результат. 30 лет мы живем в нищете, имея под ногами золотую жилу». Мамытов достает из шкафа старую папку с документами. Это его личные копии материалов переговоров, которые он хранил все эти годы. «Возьмите», — говорит он, протягивая папку. «Пусть люди узнают правду. Пусть знают, кто и как нас предал». В этих документах вся история предательства, изложенная сухим языком цифр и юридических формулировок. Вот протокол встречи от 15 сентября 1992 года, где канадцы впервые озвучили свои условия. 67% акций, полный операционный контроль, стабильность налогового режима на 30 лет. Вот ответ кыргызской стороны, написанный от руки на полях протокола. Согласны, готовы подписать. Вот расчеты экономического эффекта, сделанные самими кыргызскими экономистами, где черным по белому написано: при данных условиях государство будет получать не более 5-7% от выручки. Рекомендуется настаивать на увеличении доли до минимум 15%. Но эта рекомендация была проигнорирована. Вот список присутствовавших на финальной встрече 23 октября — 12 человек. 12 человек, чьи имена навсегда вписаны в историю как подписанты кабального договора. Некоторые из них до сих пор живы, занимают высокие посты в бизнесе и политике, ездят на дорогих машинах, отдыхают на зарубежных курортах. Они разбогатели, пока страна нищала. Случайность ли это? Представьте себе человека, который каждое утро просыпается с одной мыслью: «Я знаю то, что может разрушить жизни десятков людей». Этим человеком был Азамат Бекмуратов, главный бухгалтер Кумтор Голд Компани с 1998 по 2003 год. 5 лет он видел все финансовые потоки компании, подписывал платежные поручения, сверял счета, готовил отчеты. 5 лет он молчал, потому что подписал соглашение о неразглашении коммерческой тайны, нарушение которого грозило тюремным сроком. Но в 2020 году, когда ему исполнилось 65 лет, и он узнал, что болен неизлечимой болезнью, Азамат решил: пора говорить. «Мне осталось жить от силы год, может, 2», — сказал он нам при первой встрече. «И я хочу умереть с чистой совестью. Пусть меня посадят, пусть засудят, мне уже все равно. Но люди должны знать, как их обворовывали 30 лет». То, что рассказал Азамат Бекмуратов в серии интервью, записанных в его маленькой квартире на окраине Бишкека, превосходит самые смелые предположения о масштабах финансовых махинаций на Кумторе. Это не просто коррупция. Это система, выстроенная с ювелирной точностью, где каждый винтик работал на одну цель — выкачать максимум денег из недр Кыргызстана, оставив стране крохи. Азамат начинает с простого примера, который понятен любому человеку. В 1999 году Кумтор Голд Компани закупила 10 новых самосвалов марки Caterpillar для перевозки руды. Эти машины покупались у компании Mining Equipment International, зарегистрированной на британских Виргинских островах. Цена одного самосвала по контракту — $1 200 000. Азамат, как главный бухгалтер, должен был провести эту сделку по документам и организовать оплату. Он обратил внимание, что цена кажется завышенной, и решил проверить. Позвонил напрямую в представительство Caterpillar в Москве и узнал официальную цену такого самосвала — $450 000 с доставкой. Разница — $750 000 на одну машину, 7,5 миллионов на всю партию. Куда уходила эта разница? Азамат начал копать и обнаружил, что Mining Equipment International принадлежит тем же канадским акционерам, что владеет Кумтор Голд Компани. Схема была проста и гениальна.
Компания продавала сама себе оборудование по завышенным ценам. Разница оседала в офшоре, а завышенные расходы уменьшали налогооблагаемую прибыль в Кыргызстане. Государство теряло деньги дважды — и на завышенных расходах, и на недополученных налогах. Когда Азамат попытался поднять этот вопрос на совещании руководства, его быстро поставили на место. Финансовый директор, канадец по имени Роберт Макдональд, холодно объяснил: «Мистер Бикмуратов, вы главный бухгалтер, а не аудитор. Ваша задача — проводить платежи, которые одобрило руководство, а не проверять их целесообразность. Если вас не устраивают ваши обязанности, мы можем найти другого главного бухгалтера». Азамат понял намек и замолчал. Но он продолжал вести личные записи, фиксировать подозрительные сделки, копировать документы. У него дома накапливалась папка с доказательствами, которую он прятал в старом сейфе, оставшемся еще с советских времен. «Я не знал, зачем я это делаю», — вспоминает Азамат. «Просто чувствовал, что когда-нибудь эти документы понадобятся, что когда-нибудь кто-то должен будет ответить за это воровство». Этот «когда-нибудь» наступил 20 лет спустя, когда смертельно больной бухгалтер решил открыть свой сейф перед камерами. Но история с самосвалами была лишь верхушкой айсберга. Азамат рассказывает о десятках подобных схем, которые работали параллельно, образуя целую систему вывода денег. Была схема с консультационными услугами. Каждый месяц Кумтор платил 5-7 миллионов долларов различным консалтинговым компаниям, зарегистрированным в Швейцарии, Люксембурге, Нидерландах, за стратегическое планирование, оптимизацию производства, геологическую экспертизу. Что именно делали эти консультанты, никто толком не знал. Они присылали отчеты на сотни страниц, заполненные общими фразами и красивыми графиками, но реальной пользы от их работы не было видно. Зато счета приходили исправно, каждый месяц, и оплачивались без вопросов. Была схема с лицензионными платежами. Кумтор использовал запатентованные технологии обогащения руды, за которые платил роялти материнской компании в Канаде. 3% от выручки ежегодно — это около 10-15 миллионов долларов в год. При этом никто не мог объяснить, в чем именно заключается уникальность этих технологий и почему нельзя использовать стандартные методы обогащения, которые применяются на всех золотодобывающих предприятиях мира. Была схема с транспортными услугами. Золото вывозилось из Кыргызстана специальными рейсами, которые организовывала компания Gold Transport Logistics, опять же офшорная. Стоимость одного рейса — 250 тысяч долларов. Для сравнения, коммерческая перевозка такого же груза обычной авиакомпании стоила бы 30-40 тысяч долларов. Разница в 6 раз. Была схема со страхованием, все активы Кумтора были застрахованы в компании Mining Insurance Group, зарегистрированной на Каймановых островах. Страховые премии составляли около 20 миллионов долларов в год. При этом за все годы работы не было ни одного страхового случая, когда бы эта компания реально выплатила компенсацию. 20 миллионов в год просто уходили в офшор и оседали там мертвым грузом. Азамат подсчитал, только по этим 5 основным схемам из Кыргызстана ежегодно выводилось от 50 до 70 миллионов долларов. За 20 лет работы Кумтора это около 1 200 миллионов долларов, которые могли остаться в стране, пойти на зарплаты, на развитие инфраструктуры, на социальные программы. Вместо этого они осели в карманах канадских акционеров и их подельников. Но самое страшное открытие Азамат сделал в 2002 году, когда ему случайно попал в руки внутренний меморандум головной компании Centerra Gold, которая к тому времени стала основным акционером Кумтора. В этом документе, помеченном грифом «строго конфиденциально», обсуждалась стратегия работы в Кыргызстане на ближайшие 10 лет. Один из пунктов гласил: необходимо поддерживать видимость убыточности или низкой рентабельности кыргызской операции для минимизации претензий со стороны правительства на пересмотр условий контракта. Рекомендуется увеличить отчисления на амортизацию и расходы на подрядчиков. Другими словами, компания сознательно занижала прибыль, чтобы не делиться с Кыргызстаном. Это было не просто использование лазеек в законодательстве. Это была продуманная стратегия обмана. Азамат сделал копию этого меморандума и спрятал в свой сейф. Он понимал, что это документ огромной важности, но не знал, что с ним делать. Если он передаст его властям, его уволят и, возможно, привлекут к уголовной ответственности за разглашение коммерческой тайны. Если промолчит,
будет соучастником преступления против собственной страны. Азамат выбрал третий путь. Он ждал момента, когда сможет обнародовать правду без риска для себя и своей семьи. Этот момент наступил только сейчас, когда Азамату уже нечего терять. Он передал нам копии всех документов, которые собирал 20 лет. Счета, контракты, внутреннюю переписку, финансовые отчеты, тот самый меморандум Центерры. Мы отдали эти документы на экспертизу независимым аудиторам из международной компании, специализирующейся на расследовании финансовых преступлений. 3 месяца они изучали бумаги, проверяли цифры, сопоставляли данные. Их заключение шокирует даже видавших виды специалистов. По консервативным оценкам, за период с 1996 по 2020 год Кыргызстан недополучил от разработки Кумтора минимум $2 миллиарда. Это деньги, которые должны были пойти в бюджет, но ушли в офшоры через систему трансфертного ценообразования и фиктивных расходов. $2 миллиарда — это 3 годовых бюджета Кыргызстана. Это строительство тысяч школ и больниц. Это зарплаты учителям и врачам. Это пенсии старикам. Это будущее, которое украли у целого народа. И кто-то это сделал сознательно, с холодным расчетом, зная, что обрекает миллионы людей на нищету. Пока Азамат Бекмуратов по ночам копировал компрометирующие документы, в коридорах власти разворачивалась другая драма. К началу 2000-х годов в окружении президента Акаева сформировалась группа людей, которых негласно называли «Кумторским кланом». Это были чиновники, депутаты, бизнесмены, которые имели личный интерес в сохранении статус-кво на Кумторе. Некоторые из них получали консультационные вознаграждения от канадской компании за лоббирование ее интересов в правительстве. Другие владели акциями подрядных фирм, которые обслуживали Кумтор по завышенным ценам. Третьи просто боялись, что пересмотр контракта вскроет их прошлые грехи и приведет к уголовным делам. Этот клан действовал слаженно и эффективно, блокируя любые попытки изменить ситуацию. Когда в 2001 году группа депутатов парламента попыталась инициировать проверку деятельности Кумтора, их инициатива была похоронена в профильном комитете. Когда в 2003 году генеральный прокурор начал расследование по факту уклонения компании от уплаты налогов, его внезапно отправили в отставку по собственному желанию. Ключевой фигурой кумторского клана был человек по имени Медет Садыркулов. Официально он занимал должность советника президента по экономическим вопросам. Неофициально был главным лоббистом интересов Центерры в кыргызском правительстве. Садыркулов родился в 1958 году в простой семье в Нарынской области. Закончил экономический факультет университета, в 90-е годы сделал головокружительную карьеру от рядового специалиста министерства до советника президента. Его взлет совпал по времени с началом переговоров по Кумтору, и это не было случайностью. Садыркулов был одним из тех, кто в 1992 году убеждал Акаева подписать контракт на канадских условиях. Он говорил о необходимости привлечения инвестиций, о важности создания благоприятного инвестиционного климата, о недопустимости отпугивания иностранных партнеров чрезмерными требованиями. Его аргументы звучали разумно и убедительно, особенно для президента-физика, который плохо разбирался в тонкостях горнодобывающего бизнеса. Акаев доверял Садыркулову, считал его честным профессионалом, не знал, что за красивыми словами скрывается личный интерес. А интерес был, и немалый. В 2005 году, когда в Кыргызстане произошла тюльпановая революция и Акаев был свергнут, новые власти начали проверку деятельности чиновников прежнего режима. В ходе этой проверки всплыли интересные факты о Медете Садыркулове. Оказалось, что с 1998 года он владел 50% акций компании Бишкек Consulting Group, которая оказывала консультационные услуги Кумтору и получала за это около $2 миллионов ежегодно. Оказалось, что его жена владела транспортной компанией, которая возила вахтовых рабочих на Кумтор по контрактам на $300-400 тысяч в год. Оказалось, что его брат был совладельцем фирмы, поставлявшей продукты питания в столовые Кумтора. Семья Садыркулова за 10 лет заработала на Кумторе около $25 миллионов. При официальной зарплате советника президента в $1000 в месяц. Когда эти факты стали достоянием гласности, Садыркулов бежал из страны.
Он уехал в Канаду, где получил политическое убежище, купил дом в престижном районе Ванкувера и зажил спокойной жизнью на ворованные деньги. Кыргызстан объявил его в международный розыск, но канадские власти отказались выдавать своего нового гражданина. Но Садыркулов был не единственным. Были и другие министры, депутаты, губернаторы, которые кормились от Кумтора и защищали интересы канадцев как свои собственные. Была целая система коррупции, которая пронизывала власть сверху донизу. И эта система работала безотказно, потому что все ее участники были связаны круговой порукой. Каждый знал грехи другого, каждый мог утопить другого, поэтому все молчали и прикрывали друг друга. Разорвать эту цепь было невозможно, пока у власти оставались те же люди. Революция 2005 года дала надежду на перемены. Новый президент Курманбек Бакиев в своих предвыборных речах обещал пересмотреть все кабальные контракты, вернуть народу украденное, посадить воров в тюрьму. Народ верил, голосовал, надеялся. Но надежды не оправдались. Бакиев оказался не лучше Акаева, а может даже хуже. Он не пересмотрел контракт с Центерой, а наоборот, в 2009 году подписал дополнительное соглашение, которое еще больше ухудшило условия для Кыргызстана. Почему? Потому что у него был свой кумторский клан, свои люди, которые кормились от золотой жилы и не хотели терять кормушку. История повторялась с пугающей точностью. Менялись президенты, менялись правительства, менялись лозунги и обещания, но Кумтор оставался неприкасаемым. Золото текло рекой из кыргызских гор в канадские банки, а страна нищала год от года. К 2010 году Кыргызстан занимал 130-е место в мире по уровню жизни, хотя владел одним из богатейших месторождений золота на планете. Средняя зарплата составляла $150 в месяц, пенсия — $50. Половина населения жила за чертой бедности. Молодежь массово уезжала на заработки в Россию и Казахстан, потому что дома не было работы. Больницы разваливались, школы закрывались, дороги превращались в направление. А в это время Кумтор Gold Company ежегодно добывала 15-18 тонн золота стоимостью около $600 миллионов и платила в бюджет Кыргызстана жалкие 30-40 миллионов, 5-16%. Это был не просто грабеж. Это было издевательство над целым народом. И самое страшное, что народ это понимал, но ничего не мог сделать. Потому что система была выстроена так, что любая попытка изменить ситуацию разбивалась о стену коррупции, круговой поруки и международных обязательств. Были, конечно, люди, которые пытались бороться. Были активисты, журналисты, общественные деятели, которые поднимали тему Кумтора, требовали пересмотра контракта, организовывали митинги и пикеты. Одним из таких людей была Азиза Абдрасулова, экологический активист из города Каракол. В 2012 году она создала общественное движение «Кумтор народу», которое требовало национализации месторождения и справедливого распределения доходов от добычи золота. Азиза была харизматичным лидером, умела говорить с людьми, зажигать их своими идеями. Вокруг нее собрались тысячи сторонников, простые люди, которые устали от нищеты и несправедливости. Они выходили на улицы, скандировали лозунги, требовали встречи с президентом. Власти сначала игнорировали их, потом попытались запугать, потом начали преследовать. На Азизу завели уголовное дело по обвинению в разжигании социальной розни и призывах к насильственному захвату власти. Абсурдные обвинения, которые не выдерживали никакой критики, но в Кыргызстане того времени суды работали по указке власти. Азизу арестовали, продержали в СИЗО 3 месяца, потом выпустили под подписку о невыезде. Ее движение разогнали, активистов запугали, митинги запретили. Борьба закончилась, не успев толком начаться, но Азиза не сдалась. Она продолжала работать, только изменила тактику. Вместо уличных протестов она сосредоточилась на сборе доказательств экологических преступлений Кумтора. Дело в том, что помимо финансового грабежа, компания наносила колоссальный ущерб окружающей среде. Отходы обогащения золота, цианиды, тяжелые металлы, токсичные химикаты сбрасывались в хвостохранилища, которые строились с нарушением всех норм безопасности. Эти хвостохранилища регулярно протекали, отравленная вода попадала в реки, которые питают Иссык-Куль, главное озеро страны, источник питьевой воды для миллионов людей.
Азиза собирала пробы воды, отправляла их на анализ в независимые лаборатории, фиксировала случаи массовой гибели рыбы, документировала рост онкологических заболеваний в прибрежных селах. Она создала целое досье экологических преступлений Кумтора, которое передала в международные организации ООН, Greenpeace, Всемирный фонд дикой природы. Ее отчеты произвели эффект разорвавшейся бомбы. Международные эксперты подтвердили, деятельность Кумтора представляет угрозу для уникальной экосистемы Иссык-Куля и здоровья местного населения. Начались проверки, расследования, скандалы в прессе. Центерра ответила мощной пиар-компанией. Компания наняла лучшие пиар-агентства, которые начали распространять информацию о социальной ответственности Кумтора, о миллионах долларов, инвестированных в экологическую безопасность, о строгом соблюдении международных стандартов. Они организовали пресс-туры для журналистов на месторождения, показывали современные очистные сооружения, демонстрировали отчеты о мониторинге окружающей среды. Все выглядело красиво и убедительно. Но Азиза знала правду. Она видела, как после отъезда журналистов очистные сооружения отключаются, как отравленная вода сливается прямо в реку, как мертвая рыба плывет вниз по течению. Она пыталась рассказать об этом, но ее голос тонул в хоре проплаченных экспертов и ангажированных СМИ. Центерра была слишком сильным противником для одинокого активиста из провинциального города. У компании были деньги, связи, юристы, политическое влияние. У Азизы была только правда, но в мире, где правят деньги, правда мало что значит. В 2016 году произошло событие, которое на короткое время вернуло надежду. К власти пришел новый президент Сооронбай Жээнбеков, который в своей инаугурационной речи пообещал разобраться с Кумтором раз и навсегда. Он создал специальную комиссию по проверке деятельности компании, в которую вошли независимые эксперты, экологи, экономисты. Комиссия работала полгода, изучала документы, проводила экспертизы, опрашивала свидетелей. Ее итоговый отчет был сокрушительным. Компания обвинялась в систематическом занижении прибыли, уклонении от уплаты налогов, нарушении экологических норм, коррупции. Комиссия рекомендовала расторгнуть контракт и национализировать месторождение. Казалось, наконец-то справедливость восторжествует, но не тут-то было. Центерра немедленно подала иск в международный арбитраж, требуя компенсации в размере $6 миллиардов за нарушение условий контракта и незаконное вмешательство в деятельность компании. 6 миллиардов — это 10 годовых бюджетов Кыргызстана. Страна не могла позволить себе проиграть такой иск. Правительство испугалось и отступило. Отчет комиссии положили на полку, национализацию отменили, все осталось как было. Азиза Абдрасулова восприняла это как личное поражение. Она поняла, что бороться бесполезно, что система слишком сильна, что маленькая бедная страна не может противостоять транснациональной корпорации, за которой стоят правительства западных стран и международные финансовые институты. Она впала в депрессию, перестала выходить из дома, перестала отвечать на звонки. Друзья и соратники пытались поддержать ее, но она отталкивала всех. «Мы проиграли», — говорила она. «Они победили. Кумтор никогда не будет принадлежать народу. Мы обречены оставаться нищими, сидя на горе золота». В 2018 году Азиза Абдрасулова покончила с собой. Ей было всего 38 лет. В предсмертной записке она написала: «Я больше не могу жить в стране, где правда ничего не значит, где справедливость продается и покупается, где будущее детей обменивается на особняки чиновников. Простите меня. Я сделала все, что могла». Ее смерть потрясла общественность, но ненадолго. Через неделю они и забыли. Жизнь продолжалась, Кумтор продолжал работать, золото продолжало утекать из страны. Еще одна жертва системы. Еще одна сломанная судьба. Еще одна история, которую никто не хочет помнить. Сегодня, в 2024 году, ситуация с Кумтором остается неразрешенной. Месторождение продолжает работать, компания продолжает добывать золото, Кыргызстан продолжает получать крохи. За 32 года, прошедших с момента подписания того злополучного контракта, из недр страны было извлечено около 450 тонн золота, общей стоимостью более $18 миллиардов по текущим ценам.
Кыргызстан за это время получил около $1 миллиарда в виде налогов и дивидендов меньше 6%. Остальное ушло в карманы иностранных акционеров и коррумпированных чиновников. Если бы эти деньги остались в стране, каждый гражданин Кыргызстана мог бы получать дополнительно $300 в месяц на протяжении 30 лет. Учителя получали бы не $200 зарплаты, а 500. Врачи не 300, а 600. Пенсионеры не $50 пенсии, а 350. Не было бы нищеты, не было бы массовой трудовой миграции, не было бы отчаяния и безысходности. Кыргызстан мог бы стать процветающей страной, примером для всей Центральной Азии. Вместо этого мы остались одной из беднейших стран региона, живущим на гуманитарную помощь и денежные переводы трудовых мигрантов. Как вы думаете, кто несет ответственность за это? Те, кто подписал контракт в 1992 году? Те, кто лоббировал интересы канадцев? Те, кто воровал и прикрывал воровство? Или мы все, кто молчал и терпел 32 года? Вообразите себе группу из 15 человек, которые знали абсолютно все о Кумторе. Каждую тонну добытого золота, каждый доллар выведенных денег, каждую схему обмана, каждое имя в цепочке коррупции. Эти люди не были политиками или активистами. Они были инженерами, геологами, технологами, теми, кто непосредственно работал на месторождении с первых дней его освоения. Они видели, как канадцы фальсифицировали отчеты о запасах, как занижали объемы добычи в официальных документах, как настоящее золото уходило одним путем, а в бумагах фигурировали совсем другие цифры. Эти 15 человек хранили молчание 25 лет, связанные договорами о неразглашении и страхом потерять работу. Но в 2017 году они собрались тайно в небольшом доме на окраине Каракола и приняли решение «пора говорить». Старшему из них, Болоту Токтагулову, бывшему главному технологу обогатительной фабрики, было уже 72 года. Он сказал остальным: «Мы все скоро умрем, и правда умрет вместе с нами. Наши дети и внуки будут жить в нищете, даже не зная, что их ограбили. Мы должны рассказать все, пока живы». Что же знала эта группа, что заставила их нарушить многолетнее молчание? Какие секреты они хранили четверть века? И почему их свидетельства могут перевернуть все, что мы думали о Кумторе? Болот Токтагулов начинает свой рассказ с того, что большинство людей даже не подозревает, официальные данные о запасах Кумтора были сфальсифицированы еще на этапе первичной разведки. Когда в 1993 году канадцы начали детальное изучение месторождения, их геологи обнаружили нечто, что кардинально меняло всю картину. Помимо основного рудного тела, которое было известно советским геологам, существовало еще минимум 3 крупных залежи спутника, расположенных в радиусе 5-7 километров от главного карьера. Эти залежи содержали руду с содержанием золота от 8 до 15 граммов на тонну. Это фантастически богатые руды по мировым меркам. Общие запасы этих спутников оценивались примерно в 250-300 тонн золота. Но в официальные отчеты, которые передавались кыргызскому правительству, эти залежи не попали. Канадцы просто умолчали об их существовании. Почему? Потому что по условиям контракта компания имела право разрабатывать только то месторождение, которое было указано в лицензии основной Кумтор. Если бы стало известно о спутниках, пришлось бы получать новые лицензии, заключать новые соглашения, делиться прибылью. Канадцы выбрали другой путь. Они скрыли информацию о спутниках и начали разрабатывать их нелегально, под видом расширения основного карьера. Болот своими глазами видел, как это происходило. В 2001 году, когда он работал главным технологом, руководство компании дало указание начать проходку в северо-восточном направлении от основного карьера. Официально это объяснялось необходимостью вскрыть глубокие горизонты основного рудного тела. Но Болот, изучив геологические карты и данные бурения, понял, они идут не вглубь, а в сторону, к одной из тех самых залежей спутников, о которых молчали. Он попытался поднять этот вопрос на техническом совещании, но его быстро осадили. Главный инженер, канадец по имени Джон Маккензи, отвел Болоту в сторону после совещания и сказал прямо: «Мистер Токтагулов, вы очень ценный специалист, и мы не хотим вас терять. Но есть вещи, которые не обсуждаются.
Геологическая стратегия определяется в головном офисе в Торонто, а не здесь. Ваша задача — обеспечить технологический процесс, а не задавать лишние вопросы. Надеюсь, мы понимаем друг друга. Болот понял. Он замолчал, но продолжал наблюдать и фиксировать. В течение следующих 5 лет компания тихо, без лишнего шума, отработала первую залежь «Спутник», извлекла оттуда около 45 тонн золота, и ни грамм из этого золота не попал в официальную отчетность перед кыргызским правительством. Но как можно скрыть 45 тонн золота? Это же не мешок картошки, который можно спрятать в подвале. Болот объясняет схему, которая поражает своей простотой и наглостью одновременно. Все золото, добытое на Кумторе, проходит через аффинажный завод, где из руды выплавляются стандартные слитки весом 12,5 килограммов каждый. Эти слитки маркируются, упаковываются и отправляются самолетом в Швейцарию, где продаются на мировом рынке. Каждый слиток имеет уникальный номер, который заносится в базу данных. Казалось бы, система учета идеальная, подделать ничего нельзя. Но дьявол, как всегда, в деталях. Дело в том, что маркировка слитков и ведение базы данных осуществляется самой компанией, без независимого контроля со стороны кыргызских властей. Представители государства присутствуют только на этапе отгрузки готовых слитков, когда они уже упакованы в опломбированные контейнеры. Они сверяют количество контейнеров с накладными, ставят печати и подписи, и на этом их контроль заканчивается. Что находится внутри контейнеров, сколько там реально слитков, какие у них номера — это остается на совести компании. Канадцы использовали эту лазейку гениально просто. Они вели двойную бухгалтерию. Существовала официальная база данных, которая показывалась кыргызским контролёрам. И существовала реальная база данных, которая велась в закрытом контуре и содержала информацию обо всех слитках, включая те, что были выплавлены из руды залежи спутников. Когда формировалась отгрузка в Швейцарию, в контейнеры загружались слитки из обеих баз, но в сопроводительных документах фигурировали только слитки из официальной базы. Разница — это и было скрытое золото. Например, в контейнер физически загружали 100 слитков, а в документах указывали 70. 30 слитков, 375 килограммов золота уходили в тень. Кыргызские контролёры видели опломбированный контейнер, сверяли номер пломбы с накладной, ставили штамп «Проверено», и контейнер улетал в Цюрих. Там его вскрывали. Все 100 слитков продавались на бирже, а деньги от продажи 30 теневых слитков оседали на счетах, о которых кыргызское правительство даже не подозревало. Эта схема работала безотказно 15 лет, с 2001 по 2016 год. За это время таким образом было выведено около 120 тонн золота на сумму более 4 миллиардов долларов. Болот Токтагулов знал об этой схеме, потому что работал на аффинажном заводе и имел доступ к производственным данным. Он видел реальные объемы переработанной руды, знал ее среднее содержание золота, мог рассчитать, сколько металла должно получиться на выходе. И он видел, что цифры не сходятся. Реального золота получалось на 20-30% больше, чем показывала официальная отчетность. Куда девалась эта разница, было понятно, но доказать что-либо было невозможно. Все ключевые документы хранились в электронном виде на серверах компании, доступ к которым имели только канадские менеджеры высшего звена. Болот не мог просто взять и скопировать файлы. Система безопасности была выстроена так, что любая попытка несанкционированного доступа немедленно фиксировалась. Оставалось только наблюдать, запоминать, фиксировать в личных записях, что Болот и делал все эти годы. У него дома в старом сейфе лежали тетради с расчетами, графиками, таблицами. Результат 15-летних наблюдений. Эти тетради были его страховкой и его проклятием одновременно. Страховкой, потому что если бы компания попыталась его уволить или как-то нейтрализовать, он мог бы обнародовать информацию. Проклятием, потому что он понимал, обнародование этой информации разрушит его жизнь, сделает его врагом и для компании, и для властей, которые покрывали эту схему. Но Болот был не один. Были еще 14 человек его коллеги, такие же инженеры и технологи, которые работали на разных участках производства и видели разные части общей картины. Один работал в геологической службе и знал о скрытых залежах.
Другой работал в транспортном цехе и видел, как вывозится больше руды, чем показывает официальная статистика. Третий работал в лаборатории и знал реальное содержание золота в пробах. Четвертый работал в службе безопасности и слышал разговоры канадских менеджеров, которые они вели между собой, думая, что местные не понимают английского. Каждый из этих людей владел фрагментом правды, но только вместе они могли сложить полную картину. И вот в 2017 году они собрались и решили объединить свои знания. 3 месяца они встречались тайно, сверяли данные, составляли общий отчет. Результатом стал документ на 230 страниц, который содержал детальное описание всех схем хищения золота на Кумторе, подкрепленное расчетами, графиками, копиями документов, свидетельскими показаниями. Этот документ был настоящей бомбой, способной взорвать всю систему. Но что делать с этой бомбой? Передать властям? Болото и его товарищи не были наивными людьми. Они прекрасно понимали, что власти по уши замешаны в кумторских схемах, что чиновники получают свою долю от канадцев и никогда не пойдут против них. Передать в прокуратуру? Генеральный прокурор назначается президентом и действует по его указке. Обнародовать через СМИ? Все крупные телеканалы и газеты в Кыргызстане контролируются либо властью, либо бизнес-группами, связанными с властью. Независимых СМИ практически нет, а те немногие, что есть, не имеют достаточной аудитории, чтобы произвести эффект. Обратиться в международные организации — это долгий путь, который может растянуться на годы, а за это время документ могут украсть, авторов запугать или устранить. Болото и его группа оказались в ловушке. У них была правда, но не было инструмента, чтобы эту правду донести до людей. Они решили ждать подходящего момента, когда политическая ситуация в стране изменится и появится возможность действовать. Этот момент наступил в 2020 году, когда в Кыргызстане произошла очередная революция, и к власти пришли новые люди, которые обещали покончить с коррупцией и вернуть народу украденное. Болот Токтагулов и его группа передали свой отчет новому правительству. Несколько недель ничего не происходило. Документ лежал в недрах министерских кабинетов. Его изучали, проверяли, обсуждали. Потом Болото вызвали на встречу с премьер-министром. Встреча была короткой и неприятной. Премьер выслушал Болото, полистал отчет, потом откинулся в кресле и сказал: «Всё, что вы здесь написали, может быть правдой, но может быть и ложью. У нас нет возможности проверить ваши данные. Все документы находятся у компании, а компания не обязана предоставлять нам доступ к своей внутренней отчетности. Если мы попытаемся силой получить эти документы, компания подаст в международный арбитраж и засудит нас на миллиарды долларов. Мы не можем себе этого позволить. Поэтому ваш отчет останется просто отчетом. Мы не можем на его основании предпринять никаких действий». Болот попытался возразить, сказал, что в отчете есть свидетельские показания 15 человек, что это не просто предположения, а факты. Премьер пожал плечами. Свидетельские показания — это не доказательства. В суде их можно оспорить. Нам нужны документы, подписи, печати, а их у вас нет. Встреча закончилась. Болот вышел из кабинета премьера с ощущением полного краха. 25 лет молчания, 3 месяца работы над отчетом, риск, на который пошли 15 человек — все это оказалось напрасным. Но история на этом не закончилась. Через 2 месяца после встречи с премьером Болото Токтагулова нашли мертвым в его доме. Официальная версия — инфаркт. Ему было 73 года, возраст, когда инфаркты не редкость. Но его родные и друзья не поверили в естественную причину. Болот был здоров, регулярно проходил медицинские обследования, последние за месяц до гибели, и никаких проблем с сердцем у него не обнаружили. Более того, за неделю до происшествия Болот звонил своему сыну и говорил, что за ним следят, что он замечает странные машины возле дома, что его телефон прослушивается. Сын тогда решил, что отец параноид, что возраст даёт о себе знать. Теперь он думает иначе. Семья требовала провести независимую экспертизу, но власти отказали. Тело уже было кремировано по распоряжению местной администрации в связи с эпидемиологической обстановкой. Это было в разгар пандемии, когда умерших кремировали в ускоренном порядке. Очень удобное совпадение. Вместе с телом Болота исчез и его сейф с тетрадями.
Когда родственники пришли в дом после похорон, сейф был взломан и пуст. Кто это сделал, осталось неизвестным. Полиция провела формальное расследование и закрыла дело за отсутствием состава преступления. Остальные 14 членов группы испугались. Они поняли, что их жизни в опасности, что кто-то очень не хочет, чтобы правда о Кумторе стала достоянием общественности. Некоторые из них уехали из страны. Кто в Россию, кто в Казахстан, кто в Турцию. Те, кто остался, замолчали и больше не поднимали тему Кумтора. Копия отчета, которую они передали в правительство, бесследно исчезла из министерских архивов. Когда журналисты пытались навести справки, им говорили, что никакого отчета не было, что это выдумки и конспирология. Болото Токтагулова быстро забыли в стране, где каждый день происходят политические скандалы и экономические кризисы. Смерть пожилого инженера на пенсии никого не интересует. Но мы не забыли. Мы нашли сына Болота, который перед отъездом отца успел сделать электронную копию части его записей. Мы нашли 3 из 14 оставшихся членов группы, которые согласились дать интервью при условии анонимности. Мы по крупицам восстановили содержание того отчета, который так напугал власть имущих. И сегодня мы готовы рассказать вам то, что Болот Токтагулов заплатил своей жизнью, чтобы донести до людей. Главный вывод отчета группы Токтагулова звучит как приговор за 30 лет работы Kumtor Gold Company из недр Кыргызстана было извлечено не 450 тонн золота, как утверждает официальная статистика, а минимум 620 тонн. Разница в 170 тонн — это скрытое золото, которое было добыто из залежей спутников и выведено через схему двойной бухгалтерии. По текущим ценам 170 тонн золота стоит около 10 миллиардов долларов. 10 миллиардов, которые должны были пойти на развитие Кыргызстана, на строительство дорог и школ, на зарплаты учителям и врачам, на пенсии старикам. 10 миллиардов, которые осели в карманах канадских акционеров и их кыргызских пособников. Если разделить эту сумму на население страны, 6,5 миллионов человек, получается $1500 на каждого гражданина, включая младенцев. Семья из 5 человек могла бы получить $7500 единовременно. Это 3 года средней зарплаты в Кыргызстане. Это возможность купить квартиру, открыть бизнес, дать детям образование. Это шанс на достойную жизнь, которую украли у целого народа. Как вы думаете, есть ли срок давности для такого преступления? Должны ли те, кто это сделал, ответить перед законом и перед историей? Но отчет группы Токтагулова содержал не только цифры и расчеты. Там были имена, конкретные люди, которые участвовали в схемах хищения золота, получали взятки от канадцев, покрывали махинации. Среди этих имен 3 бывших президента Кыргызстана, 8 премьер-министров, 23 министра, 47 депутатов парламента разных созывов. Там были указаны суммы взяток, номера офшорных счетов, даты встреч, содержание договоренностей. Это была настоящая энциклопедия коррупции, которая охватывала 30 лет истории независимого Кыргызстана. Если бы этот отчет был обнародован полностью, половина политической элиты страны оказалась бы за решеткой. Именно поэтому отчет был уничтожен, а его автор устранен. Система защищала себя единственным доступным ей способом — через насилие и замалчивание. Но правда имеет свойство всплывать, как бы глубоко ее не прятали. Фрагменты отчета Токтагулова, которые мы смогли восстановить, уже сейчас дают достаточно материала для возбуждения уголовных дел против десятков высокопоставленных чиновников. Вопрос только в том, найдется ли в Кыргызстане прокурор, который осмелится эти дела возбудить, и судья, который осмелится их рассмотреть. А пока правосудие молчит, золото продолжает утекать из страны. В 2023 году Kumtor Gold Company добыла 18 тонн золота стоимостью $1 миллиард 100 миллионов долларов. Кыргызстан получил от этого $62 миллиона в виде налогов и дивидендов — 5,6%. Для сравнения, Казахстан от своих золотодобывающих предприятий получает 28% доходов, Узбекистан — 32%, Россия — 35%. Кыргызстан с его 5,6% остается абсолютным аутсайдером, страной, которая фактически дарит свое национальное богатство иностранцам.
И это происходит не потому, что у нас плохие законы или слабая экономика. Это происходит потому, что существует система коррупции, которая связывает власть и бизнес в единый организм, паразитирующий на теле страны. Эта система сильнее любых законов, сильнее любых президентов, сильнее любых революций. Она выживает, потому что все ее участники кровно заинтересованы в ее сохранении. Разорвать эту систему можно только одним способом — через полное раскрытие правды, через обнародование всех фактов, всех имен, всех схем. Только когда народ узнает, кто именно и как именно его грабил 30 лет, только тогда появится шанс на реальные перемены. Готовы ли вы узнать эту правду, даже если она окажется страшнее самых мрачных предположений? Для первого раза за 35 лет человек, который был ответственным за безопасность всей операции на Кумторе, согласился говорить перед камерами. Его зовут Эрнис Касымов. В 90-е нулевые годы он возглавлял службу безопасности месторождения, контролировал все входы и выходы, знал каждого, кто работал на объекте, имел доступ ко всем помещениям, включая те, о существовании которых не подозревали даже высшие менеджеры. Сегодня ему 68 лет. Он живет в маленькой квартире на окраине Бишкека, получает пенсию в $120 и с трудом сводит концы с концами. Когда мы пришли к нему с просьбой об интервью, он долго молчал, смотрел в окно, потом тяжело вздохнул и сказал: «Я знал, что этот день настанет. Я готовился к нему 20 лет. Теперь мне уже все равно. Пусть делают со мной, что хотят. Но люди должны услышать правду». То, что рассказал Эрнис Касымов в течение следующих 5 часов записи, объясняет все, почему контракт был подписан именно на таких условиях, кто конкретно получал деньги от канадцев, как работала система защиты этой схемы от разоблачения. Это исповедь человека, который был внутри системы, который видел ее изнутри и который больше не может молчать. Что заставило его хранить тайну четверть века? Кого он боялся больше всего? И почему именно сейчас он решил нарушить обет молчания? Эрнис начинает свой рассказ с того момента, когда все только начиналось, с осени 1992 года, когда шли последние переговоры между кыргызским правительством и канадской компанией. Эрниса тогда пригласили на встречу в президентскую администрацию не на официальные переговоры, а на закрытое совещание, где присутствовали только свои. Президент Акаев, 2 его ближайших советника, представитель канадцев и переводчик. Эрнису объяснили ему, предлагается должность главы службы безопасности будущего предприятия. Зарплата в 10 раз больше, чем он получал на прежней работе в милиции, плюс бонусы. Но есть условия — абсолютная лояльность и полное молчание обо всем, что он увидит и услышит. Эрнис согласился. У него была семья, 3 детей, жена-инвалид. Жить было не на что. Он думал, что просто будет охранять промышленный объект, следить за порядком, предотвращать кражи. Он не представлял, во что ввязывается. Первое, что его насторожило, произошло через месяц после подписания контракта. К нему в кабинет пришел один из советников президента, тот самый, который присутствовал на закрытом совещании, и передал конверт. Внутри были фотографии Эрнис с женой и детьми возле дома. Дети в школе, жена в поликлинике. Советник сказал спокойно, без угроз: «Эрнис, у тебя прекрасная семья. Береги их. Помни о своих обязательствах». Больше ничего не нужно было объяснять. С этого момента Эрнис понял. Он не просто охранник, он часть системы, из которой нет выхода. Его задачей было не только обеспечивать физическую безопасность объекта, но и контролировать информацию. Следить, чтобы никто из местных работников не узнал слишком много, чтобы никакие документы не утекли наружу, чтобы журналисты и активисты не смогли проникнуть на территорию. Ему дали список людей, за которыми нужно было установить особое наблюдение. Это были инженеры, геологи, технологи, те самые специалисты, которые знали реальные объемы добычи и могли сопоставить цифры. Эрнис организовал негласный контроль, прослушку телефонов, проверку электронной почты, наружное наблюдение. Каждую неделю он составлял отчеты о настроениях среди персонала, о разговорах в курилках, о том, кто и что говорит о компании. Эти отчеты уходили напрямую в главной офис в Торонто и копии тому самому советнику президента. Когда кто-то из работников начинал задавать неудобные вопросы
или проявлять излишнее любопытство, Эрниса вызывали и давали указания провести профилактическую беседу. Он вызывал человека к себе, показывал фотографии его семьи, напоминал о подписанном договоре о неразглашении, объяснял, что любопытство может дорого стоить. Обычно одной беседы хватало, но были случаи, когда одной беседы было недостаточно. Эрнис вспоминает историю с геологом по имени Талгат Абдулаев, который в 2004 году обнаружил расхождение между данными бурения и официальными отчетами о запасах. Талгат был упрямым человеком, принципиальным, из тех, кто не боится говорить правду. Он написал служебную записку на имя главного геолога, в которой указал на несоответствие и потребовал объяснений. Записка попала к Эрнису. Он вызвал Талгата и попытался провести стандартную беседу. Но Талгат не испугался. Он сказал: «Я геолог, моя работа — говорить правду о недрах. Если здесь что-то скрывают, я имею право это знать». Эрнис доложил наверх. Через 2 дня Талгата уволили по надуманному предлогу, якобы за нарушение техники безопасности. Он попытался оспорить увольнение в суде, но проиграл. Судья был куплен. Талгат остался без работы, без средств к существованию, с клеймом нарушителя, которое закрыло ему дорогу в профессию. Через год он спился и умер от цирроза печени. Ему было 42 года. Эрнис до сих пор помнит его лицо, его слова. «Я имею право знать правду». Это была одна из тех жертв, которые система приносила ради сохранения своих секретов. Талгат был не первым и не последним. Самый страшный случай произошел в 2009 году. Молодой инженер по имени Азамат Бекмуратов, да, тот самый главный бухгалтер, о котором мы уже рассказывали, начал копировать финансовые документы. Система безопасности зафиксировала несанкционированный доступ к файлам на сервере. Эрниса вызвали в Торонто на встречу с руководством компании. Там ему прямо сказали: «Мистер Касымов, у нас есть проблема. Один из ваших сотрудников собирает информацию, которая может нанести компании серьезный ущерб. Эту проблему нужно решить. Мы надеемся на вашу лояльность и профессионализм». Эрнис понял, что от него ждут. Он вернулся в Бишкек и организовал круглосуточное наблюдение за Азаматом. Выяснилось, что тот действительно копирует документы, хранит их дома в сейфе, встречается с какими-то людьми, обсуждает что-то. Эрнис доложил об этом. Ему дали указание изъять документы, но сделать это так, чтобы не привлекать внимания. Эрнис организовал ограбление. Наняли местных бандитов, которые ворвались в квартиру Азамата, когда того не было дома, взломали сейф, забрали все бумаги. Официально это выглядело как обычная кража. Полиция провела формальное расследование и закрыла дело за отсутствием улик. Азамат понял, что произошло, но ничего не мог доказать. Он замолчал и больше не поднимал тему Кумтора. До самой своей смерти в 2020 году. Но самое страшное признание Эрниса касается болота Токтагулова. Когда в 2020 году Болот передал свой отчет новому правительству, информация об этом немедленно попала к канадцам. У них были свои люди в администрации. Эрниса снова вызвали, теперь уже на видеоконференцию, и дали прямое указание. Токтагулов представляет угрозу. Его нужно остановить. Навсегда. Эрнис отказался. Он сказал: «Я охранник, а не убийца. Найдите кого-нибудь другого». Ему ответили: «Мистер Касымов, вы работаете на нас 28 лет. Вы знаете слишком много. Если вы откажетесь выполнить это задание, вы станете такой же угрозой, как Токтагулов. Подумайте о своей семье». Эрнис думал 3 дня. Потом сдался. Он организовал все так, чтобы выглядело естественно. Нашел врача, который за деньги согласился выписать фальшивое заключение о сердечном приступе. Договорился с чиновником в морге о быстрой кремации. Нанял людей, которые взломали сейф и забрали тетради. Болот Токтагулов умер от инъекции препарата, вызывающего остановку сердца. Препарат не оставляет следов в организме, если не знать, что искать. А никто не знал и не искал. Эрнис получил за эту работу $50 000. Он положил их в банк и не притронулся ни к цене. Эти деньги жгли ему душу. Он понимал, что стал убийцей, что перешел черту,
за которой нет возврата. С того дня он не мог спать по ночам. Видел лицо болота во сне, слышал его голос. Он начал пить, чтобы заглушить совесть, но алкоголь не помогал. Он думал о самоубийстве, но не мог решиться. Боялся ада. Боялся, что там придется отвечать за свои грехи. Почему Эрнис Касымов решил рассказать все это сейчас? Он объясняет просто. «Мне осталось жить недолго. У меня рак. 4-я стадия. Врачи дают максимум полгода. Я хочу умереть с чистой совестью. Хочу, чтобы люди знали правду. Пусть меня судят, пусть посадят, мне уже все равно. Но пусть знают, кто стоит за всем этим, кто отдавал приказы, кто платил деньги. Я был исполнителем, но я не был главным. Главные — это те, кто сидит в Торонто и в президентских дворцах, кто принимал решения, кто строил эту систему. Я назову все имена, которые знаю. Пусть они ответят перед законом и перед Богом». Эрнис передал нам список 23 человека, которые были ключевыми фигурами в кумторской схеме. Среди них 3 бывших президента, 5 премьер-министров, 8 министров, 7 крупных бизнесменов. Он указал суммы, которые каждый из них получил от канадцев за годы сотрудничества. Цифры поражают. От 500 тысяч до 50 миллионов долларов на человека. Общая сумма взяток, выплаченных кыргызским чиновникам за 30 лет, составляет около 300 миллионов долларов. Это цена, которую канадцы заплатили за возможность беспрепятственно грабить страну. И это была выгодная инвестиция. За 300 миллионов взяток они получили 10 миллиардов чистой прибыли. Но кто был главным? Кто стоял во главе этой пирамиды коррупции? Кто координировал действия? Кто принимал ключевые решения? Эрнис называет имя, которое шокирует даже тех, кто думал, что уже ничему не удивится. Медет Садыркулов. Советник президента Акаева, о котором мы уже рассказывали. Именно он был главным архитектором всей схемы. Именно он убедил Акаева подписать кабальный контракт. Именно он потом координировал взаимодействие между канадцами и кыргызскими чиновниками. Именно через него шли все выплаты. Садыркулов получал от канадцев 5% от всех сумм, которые компания выводила через офшорные схемы. За 30 лет это составило около 500 миллионов долларов. 500 миллионов — это состояние, которое позволяет жить в роскоши до конца дней. Садыркулов сейчас живет в Ванкувере, в особняке стоимостью 12 миллионов долларов. Владеет яхтой, коллекцией дорогих автомобилей, имеет счета в швейцарских банках. Он защищен канадским гражданством и канадскими законами, которые не позволяют выдавать своих граждан другим странам. Он недосягаем для кыргызского правосудия. Но он не недосягаем для истории. Его имя навсегда останется в памяти народа как имя главного предателя, человека, который продал свою страну за деньги. Эрнис Касымов передал нам не только список имен, но и копии документов, которые он тайно собирал все эти годы, на случай, если ему самому придется защищаться. Среди этих документов банковские выписки, подтверждающие переводы денег с офшорных счетов Центерры на личные счета кыргызских чиновников. Есть записи телефонных разговоров, где обсуждаются детали сделок и размеры взяток. Есть фотографии тайных встреч между канадскими менеджерами и кыргызскими министрами в ресторанах Дубая и Стамбула. Есть рукописные расписки о получении денег, подписанные высокопоставленными лицами. Все это неопровержимые доказательства, которые могут стать основой для уголовных дел. Мы передали копии этих документов в Генеральную прокуратуру Кыргызстана, в Интерпол, в международные антикоррупционные организации. Теперь дело за правосудием. Но будет ли оно работать? Хватит ли у властей политической воли, чтобы довести дело до конца? Или эти документы, как и отчет Болота Токтагулова, исчезнут в недрах министерских сейфов, а виновные так и останутся безнаказанными? Время покажет. Но одно можно сказать точно. Правда больше не является секретом. Миллионы людей теперь знают, кто и как их обворовывал 30 лет. И эти знания — это сила, которая рано или поздно изменит ситуацию. А что же сам Кумтор? Что происходит с месторождением сегодня, в 2024 году? Официально компания продолжает работать, добывает золото, платит налоги. Но реальность сложнее.
Запасы основного рудного тела истощаются, содержание золота в руде падает, себестоимость добычи растет. По оценкам независимых экспертов, при нынешних темпах разработки основной Кумтор будет выработан к 2030 году. Что будет дальше? Канадцы уже готовят почву для ухода. Они постепенно сокращают инвестиции, выводят оборудование, переводят специалистов на другие проекты. Они знают, что золотая жила заканчивается, и готовятся бросить Кыргызстан с истощенным месторождением, отравленной природой и разрушенной экономикой региона. А те самые залежи-спутники, о которых рассказывал Болот Токтагулов, они остаются нетронутыми. Канадцы выработали их втайне еще в нулевые и десятые годы, но официально эти залежи до сих пор числятся как неразведанные. Когда основной Кумтор закроется, правительство Кыргызстана обнаружит, что в недрах больше ничего нет, что все золото уже извлечено и вывезено, и доказать обратное будет невозможно. Все геологические данные находятся у компании. Все скважины затампонированы, все выработки затоплены. Идеальное преступление, которое останется безнаказанным. Но есть еще одна сторона этой истории, о которой мало кто говорит. Экологическая катастрофа, которую оставит после себя Кумтор. За 30 лет работы на месторождении накопилось более 150 миллионов тонн отходов обогащения, содержащих цианиды, тяжелые металлы, радиоактивные элементы. Эти отходы хранятся в хвостохранилищах, построенных на вечной мерзлоте. Но вечная мерзлота тает из-за глобального потепления. Ученые предупреждают, в ближайшие 10-15 лет хвостохранилища могут прорваться, и тогда сотни миллионов тонн токсичных отходов хлынут в реки, питающие Сыкуль. Озеро будет отравлено, питьевая вода станет непригодной, рыба погибнет. Туризм, главная отрасль экономики региона, рухнет. Это будет катастрофа планетарного масштаба, сравнимая с Аральской трагедией. И кто будет ликвидировать последствия? Кыргызстан, у которого нет ни денег, ни технологий для такой работы. Канадцы к тому времени уже уйдут, закроют компанию, объявят банкротство, и вся ответственность ляжет на плечи кыргызского народа. Это и есть настоящая цена того контракта, который подписали в 1992 году. Это и есть то наследство, которое оставят нам те, кто продал страну за личное обогащение. Можно ли было избежать этого? Конечно. Если бы в 1992 году власти Кыргызстана действовали в интересах народа, а не в своих личных интересах, история могла бы быть совсем другой. Можно было создать государственную компанию, взять кредит под залог будущей добычи, пригласить иностранных специалистов на контрактной основе, сохранить контроль над месторождением. Так поступил Казахстан со своими нефтяными месторождениями, создал национальную компанию «Казмунайгаз», которая сегодня контролирует всю нефтедобычу в стране и приносит в бюджет десятки миллиардов долларов ежегодно. Так поступила Норвегия со своей нефтью, создала государственный фонд, куда направляются все доходы от продажи ресурсов. И сегодня этот фонд стоит $1 триллион, обеспечивая благосостояние нескольких поколений норвежцев. Кыргызстан мог пойти тем же путем, но для этого нужны были честные политики, которые думают о стране, а не о своих карманах. Таких политиков в 1992 году не нашлось. Не нашлось их и в 2005, когда была первая возможность пересмотреть контракт. Не нашлось в 2010, когда была вторая возможность. Не нашлось в 2020, когда была третья. Система коррупции оказалась сильнее любых революций и любых обещаний перемен. Сегодня, когда мы знаем всю правду о Кумторе, перед нами стоит вопрос: что делать дальше? Можно опустить руки и сказать: «Все пропало, ничего уже не изменить, золото украдено, виновные недосягаемы, система непобедима». Можно продолжать жить в нищете, утешая себя мыслью, что так устроен мир, и маленькие страны всегда проигрывают большим корпорациям. А можно сказать: «Хватит. Хватит молчать, хватит терпеть, хватит позволять ворам и предателям распоряжаться нашим будущим». Можно потребовать справедливости реального расследования, реального суда, реальных приговоров. Можно потребовать пересмотра контракта, национализации того, что осталось от Кумтора, создания механизмов контроля, которые не позволят повторить эту историю с другими месторождениями.
Можно потребовать от международного сообщества признать действия Центеры экономическим преступлением и наложить санкции на компанию и ее руководство. Можно многое, если есть воля и единство. Вопрос в том, есть ли у нас эта воля. Готовы ли мы бороться за свои права, за свое будущее, за будущее наших детей? Или мы так и останемся безмолвным стадом, которое покорно идет на бойню, не пытаясь сопротивляться? История Кумтора — это не просто история одного месторождения. Это история о том, как работает современный колониализм, как транснациональные корпорации грабят бедные страны с помощью коррумпированных местных элит. Это история о том, как международное право защищает интересы капитала, а не интересы народов. Это история о том, как система устроена так, что богатые становятся богаче, а бедные — беднее. И никакие революции не меняют этой логики. Но это еще и история о том, что правда всегда всплывает, что преступления не остаются безнаказанными вечно, что рано или поздно наступает момент расплаты. Болот Токтагулов отдал жизнь за то, чтобы эта правда стала известна. Эрнис Касымов рискнул всем, чтобы рассказать то, что знал. Азиза Абдырасулова боролась до последнего вздоха. Их жертвы не должны быть напрасными. Их голоса должны быть услышаны. Их правда должна изменить мир. Хотя бы немного. Хотя бы для того, чтобы следующее поколение не повторило наших ошибок. Что случилось после того, как вся эта информация стала достоянием общественности? Реакция была предсказуемой и одновременно обескураживающей. Власти Кыргызстана выступили с официальным заявлением, в котором назвали наше расследование провокацией, направленной на дестабилизацию инвестиционного климата. Генеральная прокуратура объявила, что проведет проверку, но предупредила, что не следует верить непроверенным источникам и анонимным свидетельствам. Компания Центера Голд подала в суд иск о защите деловой репутации, требуя опровержения и компенсации в размере $100 миллионов. Проправительственные СМИ развернули кампанию по дискредитации свидетелей. Эрниса Касымова назвали психически больным алкоголиком. Документы, которые он предоставил, объявили фальшивками, а его признание в убийстве Болота Токтагулова — бредом умирающего человека. Медат Садаркулов дал интервью канадскому телеканалу, в котором назвал все обвинения абсурдной ложью и пообещал защищать свою честь всеми законными способами. Канадское правительство выступило в поддержку Центеры, заявив, что компания действует в полном соответствии с международными стандартами и что попытки пересмотра контракта будут рассматриваться как нарушение обязательств Кыргызстана перед иностранными инвесторами. Но была и другая реакция. Тысячи простых кыргызстанцев вышли на улицы Бишкека, Оша, Каракола с требованием справедливости. Они несли портреты Болота Токтагулова и Азизы Абдырасуловой, скандировали «Кумтор народу», требовали отставки правительства и национализации месторождения. Протесты продолжались 2 недели, пока власти не разогнали их силой. Были задержаны сотни людей, десятки пострадали от действий полиции. Но семя было посеяно. Люди узнали правду, и эту правду уже невозможно было стереть из памяти. В парламенте сформировалась группа депутатов, которые потребовали создать специальную комиссию по расследованию деятельности Кумтора. Комиссия была создана, но ее работу саботировали на каждом шагу. Не предоставляли документы, не допускали к свидетелям, затягивали сроки. Через полгода комиссия выпустила отчет, в котором признала отдельные нарушения со стороны компании, но заключила, что нет оснований для пересмотра контракта. Это была капитуляция перед системой, которая оказалась сильнее воли отдельных честных людей. Эрнис Касымов не дожил до публикации отчета комиссии. Он умер через 4 месяца после нашего интервью, в больнице, окружённый родными. Последние его слова были: «Я сделал всё, что мог. Теперь дело за вами». Его похороны собрали тысячи людей, простых граждан, которые пришли проводить в последний путь человека, нашедшего мужество сказать правду. На его могиле установили скромный памятник с надписью «Эрнис Касымов. Человек, который не смог молчать». Рядом с его могилой похоронена Азиза Абдырасулова. Активисты перенесли ее прах с городского кладбища, чтобы 2 борцов за справедливость покоились рядом. А чуть поодаль — могила Болота Токтагулова. 3 человека, 3 судьбы,
3 жертвы системы, которая пожирает своих детей. Их имена навсегда останутся в истории Кыргызстана как символы сопротивления, как напоминание о том, что правда дороже жизни. Судьбы других персонажей этой истории сложились по-разному. Владимир Кузнецов, геолог, открывший Кумтор, давно покоится на кладбище в Караколе. Он умер в 1995 году, так и не увидев, как его открытие превратилось в проклятие для страны. Азамат Бекмуратов, главный бухгалтер, который пытался собрать доказательства махинаций, ушел из жизни в 2020-м, унеся с собой многие секреты, которые не успел рассказать. Талант Мамытов, заместитель министра, присутствовавший при подписании контракта, до сих пор жив, но отказывается давать интервью. Он сказал нам: «Я уже все рассказал, больше мне нечего добавить. Оставьте меня в покое». Медет Садыркулов продолжает жить в роскоши в Ванкувере, защищенный канадскими законами от экстрадиции. Оскар Акаев, первый президент, подписавший тот злополучный контракт, живет в Москве, пишет мемуары, в которых оправдывает свои решения сложностью переходного периода и отсутствием альтернатив. Курманбек Бакиев, второй президент, который продлил контракт, скрывается от правосудия в Белоруссии. Все они избежали наказания. Все они живут спокойно, пока их народ продолжает нищенствовать. А что же Кумтор? Месторождение продолжает работать, хотя и не так интенсивно, как раньше. В 2023 году было добыто 16 тонн золота меньше, чем в предыдущие годы. Запасы тают, себестоимость растет, прибыль падает. Компания уже объявила, что к 2030 году разработка основного месторождения будет завершена. Что будет дальше, неизвестно. Канадцы намекают на возможность продажи своей доли кыргызскому правительству, но называют цену в $2 миллиарда. Деньги, которых у страны нет и не будет. Скорее всего, компания просто закроет производство, ликвидирует активы и уйдет, оставив Кыргызстан с истощенным месторождением, отравленной природой и горой долгов. Это и будет финал истории, которая началась с надежд на процветание, а закончилась национальной трагедией. Но, может быть, это еще не конец. Может быть, новое поколение кыргызстанцев найдет способ исправить ошибки прошлого, вернуть украденное, построить справедливую систему управления природными ресурсами. Может быть, опыт Кумтора станет уроком для других стран, которые сегодня стоят перед выбором продать свое будущее за сиюминутную выгоду или сохранить национальное достояние для своих детей. История не дает однозначных ответов. Она лишь показывает, что выбор всегда есть, и от этого выбора зависит судьба целых народов. Кыргызстан в 1992 году сделал свой выбор и расплачивается за него до сих пор. Другие страны делают свой выбор сегодня и будут расплачиваться завтра. Круг замыкается, история повторяется, потому что люди не учатся на чужих ошибках. Но, может быть, эта история, рассказанная во всех деталях, со всеми именами и цифрами, заставит кого-то задуматься. Может быть, следующий президент, следующий министр, следующий депутат, стоя перед выбором между личной выгодой и национальными интересами, вспомнит о Кумторе и выберет иначе. Может быть, следующее поколение избирателей, голосуя на выборах, вспомнит о тех, кто продал их будущее, и не допустит повторения. Может быть. А может быть и нет. Время покажет. Но одно можно сказать точно. Правда о Кумторе больше не является секретом. Она рассказана, записана, сохранена для истории. И никакие деньги, никакая власть, никакие угрозы не смогут ее стереть. Уважаемые зрители, если вы досмотрели эту трагическую историю до конца, напишите в комментариях, из какого вы города. Нам важно знать, где Кумтор и его жертвы все еще помнят. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить правду об идолах истории, которые оказались